Здравствуйте, Даданджон. Здравствуйте. Я очень рад, что вы наконец в Лондоне, что вам удалось сюда приехать. Спасибо вам, что вы нашли время в субботний вечер в неформальной обстановке с нами поговорить немножечко. Спасибо большое. Я тоже очень рад вас видеть. На самом деле, да, вот я несколько дней уже в Лондоне. Так, как вам город? Город прекрасен, самое главное, вот когда я бываю в Европе, это вот воздух свободы, когда свободные люди, свободные страны. И это, к большому сожалению, это нет в моей стране, в нашем регионе. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы действительно люди видели, как другие живут достойно. Вот. И когда слово демократия, когда у нас произносят, многие думают, это как какой-то абстракт, даже как какой-то абсурд, как какой-то миф. Но очень хочется, чтобы люди видели, как дети, особенно школьники, студенты, приезжали сюда, в Европу, видели, что такое демократия. Что такое демократия, как живут и развиваются демократические страны. Вот. И на самом деле это очень важно. Дададжон, ну в этом же году в Таджикистане выборы будут. Когда будут выборы? Выборы где-то, наверное, будут в ноябре. В ноябре, да? Еще нету даты, да? Да, пока даты нет, но скорее всего это будет в ноябре. Угу. А на ваш взгляд, кто победит на этих выборах? Ну, если идет вот так, как сейчас, естественно, Рахмонов снова назначит себя президентом. И я неоднократно говорил, еще раз повторяю, что Рахмонов никогда не хочет свободных выборов, потому что он боится, да. Свободные выборы – это конец карьеры Рахмонова. А кто его, вот в стране есть люди, которые его поддерживают? Да? Ну, на какую группу людей он опирается? Конечно, кто его сторонники? Он опирается в основном на своих родственников, вот, и на тех людей, которых мы называем это вот поколение зомби, да, которые каждый день по таджикскому телевидению, по радио слышат одно и то же, да, что вот там Рахмонов это царь, Рахмонов это король, Рахмонов это спаситель нации, Рахмонов это учитель учителей, это пророк и так далее. Но если будут свободные, честные демократические выборы, конечно, у Рахмонова нет шанса победить на этих выборах. И сам факт того, что 20 лет, да, он у власти, это говорит о том, что о какой демократии можно будет говорить, если один человек сидит на президентском посту уже 20 лет. Да. Ну вот значительное количество таджиков, они же вообще работают в России, да, то есть они выезжают на заработки, у них там есть доступ к информации. Вот за кого будут голосовать эти люди? За кого будут те, кто уезжает на заработки и получает доступ к информации, за кого они будут голосовать? Кого они будут поддерживать? Естественно, большая проблема любых выборов в Таджикистане – это, как посчитать, да, участие, вот это около 2 миллионов граждан Таджикистана. А сколько вообще граждан Таджикистана? 8 миллионов. 8. То есть почти 25% находятся вне пределов, да? Это самая активная часть, самая продвинутая часть, самая работоспособная. Это люди, которые могут, допустим, организовать митинги, люди могут оказать сопротивление, люди, которые действительно на любых выборах, они решают. Но сам факт того, что они находятся вне Родины, да, и говорят о том, что они будут активно участвовать в выборах, маловероятно. Почему? Потому что, во-первых, что такое выборы, да, это выбирать, от кого выбирать, пока еще никто не знает. Да. У нас один герой, это Рахмонов. А оппозиция не будет выставлять единого кандидата? Есть вообще как бы шансы, что будет единый кандидат? На самом деле идут переговоры, и оппозиция, конечно, это очень радует. Оппозиция хочет выдвигать одного кандидата, собраться вокруг одного кандидата и поддержать этого человека на выборах. Но знаете, вот
во время правления Рахмонова были несколько раз проходили выборы, и эти выборы показывали, что Рахмонов уже научился играть в демократию. Для него главное не как голосует народ, да, а как подсчитать эти голоса. И вот признаки, которые мы сейчас видим, наблюдаем ситуацию, которую сейчас видим, конечно, будет повторяться та же ситуация, которая была раньше. Сегодня идет мощное давление на журналистов, на оппозицию, на инакомыслящих. Пока говорит о том, что эти выборы будут честными, свободными и справедливыми. Но оснований нет оснований, да. А скажите, пожалуйста, вот, допустим, я так понимаю, что вы считаете, что Рахмонов, если не победит, то хотя бы посчитает себе победу, да? То есть, ну, допустим, в ноябре Рахмонов еще раз переизберет себя президентом Таджикистана. А что будет со страной, если вот он еще на один такой срок пойдет? Что дальше будет с Таджикистаном? Знаете, это будет катастрофа. Настоящая катастрофа. Потому что вот с кем не говоришь в Таджикистане, да, там, или за преданными с нашими земляками, у большинства из них чемоданное настроение. Все хотят уехать из страны, да? Уехать из страны, где-то найти работу, устроиться и так далее. Потому что люди не видят перспективы, люди не видят света, у людей нет надежды, да, что, конечно, вот это поколение, которое выросло, да, при Рахмонове, и поколение, которое жило при Рахмонове, они понимают, что это потерянные жизни, да, потерянные судьбы. Но если говорить о будущем, такую же участь, гораздо хуже ждет детей, молодежи, потому что нет нормального, нет школьного, нет нормальных школ, да, нет нормальной медицины. Вот мы самое интересное, вот они своих детей, да, Рахмонов и его окружение отправляют учиться в Лондон, Вашингтон, Берлин. Я вот недавно проходил мимо одного учебного заведения, и мне сказали, что здесь учатся даже сын водителя Рахмонова. Можешь представить, да, даже вот водитель Рахмонова имеет особый статус, да, что его сын учится в Лондоне. Здесь мне расскажут, что учатся дети очень много чиновников, в том числе сын брата жены Рахмонова, да, там, главного олигарха Таджика Хасана Саадулоева. Вот обидно, что они, эта власть, да, хотят хорошо жить, хотят, чтобы их дети получили нормальное образование, да, а народы не думают. А в Таджикистане, вы знаете, вот в школе это напоминает, я не знаю, очень трудно называть это школой, да, там какие-то сарайчики, да, там люди приходят, дети приходят как бы учиться, учителя многие находятся на заработке в России, и те, школьники, которые учатся на 9-10 классе, можете представить, да, они преподают там, я не знаю, химию, алгебру или там литературу. То есть старшеклассники преподают младшим классам, да? Вот. Это в 21 веке, когда все определяет образование. Потому что только образование, только хорошие школы, только это может дать какой-то шанс, импульс развития общества. А кем растут наши дети, да, таджикские дети? Вот они после уже 4, 5, даже 7, 8 класса, многие, да, когда у них спрашиваешь, кем ты хочешь стать, большинство из них говорят, что я хочу быть гастарбайтером. Это страшно, да, когда мечта ребенка стать гастарбайтером, стать рабом. Уехать из страны. Уехать из страны, да. Любыми способами. И другой вопрос, что вот когда мужчины уезжают, покидают свои дома, уезжают, да, молодежь, все останется на плечи женщин. Знаете, вот эти женщины, другая наша трагедия и наша боль, это положение наших женщин. Да, когда они сами на свои хрупкие плечи носят и хозяйство, и воспитание детей. И, естественно, дети работают на хлопковых полях, потому что мужчин нет. Да? Дети занимаются самой грязной работой. Дети работают вот целыми днями на этих рынках, базарах, да, таскают эти ароба,
Вот так и живут эти дети. И их судьба, да, их будущее абсолютно никого не волнует. Скажите, просто, а вот у оппозиции есть какая-то экономическая программа? То есть что вы предлагаете, если, ну, допустим, когда-то оппозиция придет к власти, есть с чем вы приходите к власти? То есть что предлагается? Вы знаете, вот я думаю, что задача оппозиции не только сменить Рахмонова, да, сменить власть, но надо нам сменить саму систему, ту систему, которая систему, которую создал Рахмонов, да, потому что вот за эти 20 лет, если глубоко задуматься, мы все стали каким-то коллективным Рахмоном. Вот. Если конкретно говоря об экономике, конечно, в команде оппозиции есть очень серьезные ученые, бизнесмены, люди, которые разбираются в экономике, люди, которые разбираются в бизнесе. Я думаю, что, знаете, если сменится власть, то это все можно организовать. То есть, если я правильно понимаю, сейчас вот оппозиция, она как бы такую экономическую программу не разрабатывает. У нее задача, так сказать, борьба с Рахмоном, да? Есть программы, которые, допустим, выдвинуты там Исламская партия Возрождения, да, там социал-демократические партии Таджикистана, нашим движением. Но они вот такой общей программе, они готовятся. То есть отдельные программы, нету общей программы, да? Эта программа будет накануне выборов уже объявлена. Если говорить об экономике, вот, конкретно, да, вот сейчас экономика Таджикистана, она находится в руках вот, семьи Рахмонова, и все контролируется ими. Если вот последний пример, очень неприятный, был такой бизнесмен Заид Саидов, который организовал, он был близок к этому, к семье Рахмонова, да, там, к власти. Он был очень успешным бизнесменом. Когда он объявил о том, что он хочет организовать партию, да, создать партию, новый Таджикистан, Таджикистанинал, который будет заниматься больше экономикой, да, чем политикой. Вот. У них были вот, в команде Заида Саидова многие там известные в стране экономисты, ученые, бизнесмены. Но даже не успели зарегистрировать партию, и Заид Саидов был арестован. Да? Он сейчас сидит в изоляторе Комитета государственной безопасности Таджикистана. И, естественно, у него отберут бизнес. И, конечно, мало надежды, что его освободят. Хотя, знаете, вот, впервые, может быть, в истории Таджикистана большинство вот, элиты Таджикистана, да, большинство там вот, люди, которые имеют в обществе авторитет, они выступали в защиту бизнесмена, в защиту Заида Саидова. Вот это уникальный такой пример. Не побоялись, да? Да. Во-первых, знаете, обычно как вот это образ богатого человека, да, там, капиталиста, он был не очень приемлем, да. Но Заид Саидов это один из редких людей, который, как говорится, сам себя создал, да. Он с нуля поставил бизнес, я его хорошо знаю, он был беженцем. Вот, когда началась война, он начал работать в Москву, организовал там свой бизнес, потом вернулся после подписания мирного соглашения, вернулся в Таджикистан, был министром в правительстве Рахмонова, вот, очень успешным министром. И вот, когда он говорил о каких-то политических амбициях, да, хотя он объявил, что он не в оппозиции там, к власти, да, не в оппозиции к Рахмонову и так далее. Ну, видимо, просто не согласовал, и, так сказать, любое несогласованное движение, оно привело к немедленной реакции. Ну да, и, конечно, еще это страх, да, вот это страх, паника, истерика, да, вот это то, что вот сегодня характеризует таджикскую власть. Хорошо. Ну вот мы сказали, что в ноябре, скорее всего, Рахмон себя переизберет. А как вот к этому факту относятся геополитические игроки? То есть вот кто
от кого наибольше зависит Таджикистан в геополитическом смысле? И как к переизбранию к Рахмону отнесутся вот основные игроки? Ну, кто у нас такие вот игроки? Я понял. Ну, конечно, в Таджикистане это прежде всего Россия, Китай, Иран, вот, и соседи Узбекистан. Иран, Узбекистан, да? Да. Но пока еще абсолютно неизвестно, да, там, какое будет отношение Кремля к этим выборам. Неизвестно также и отношение Ирана. Но Китай однозначно, скорее всего, будет поддерживать Рахмонова. Рахмонова, да? Да. В любом случае... А почему? Почему Китай будет поддерживать? Ну, у Китая очень хорошие личные отношения там с Рахмоновым, потому что Рахмонов один из тех президентов, который продал самое святое, да, там, часть таджикскую территорию, отдал китайцам. Точнее, правильно будет сказать, продал, вот, за кредиты, там, за какие-то деньги. То есть он получается, расплатился за кредиты частью территории, да? Совершенно верно, да. За кредиты, за поддержку. И действительно, и кроме того, он получал, по нашей информации, лично там, для себя более $500 миллионов. Рахмонов очень любит собирать деньги. Мне недавно рассказывали, что он даже не очень любит, когда ему переводят в какие-то счета там, и так далее. Он очень любит наличные деньги. И по некоторым подсчетам у него уже где-то в каком-то бункере в Дангаре, где вот его родина, есть уже более 5 миллиардов. Значит, это валюты, да, там евро, рубли, доллары. Но главное это хорошо вентилировать, чтобы, так сказать, это не сгнило. Да. Хорошо, то есть Китай будет поддерживать, да, а как Россия? Россия пока еще не делала однозначную ставку. Конечно, Рахмонов заигрывает с Россией, да, и Рахмонов научился играть с этими, с разными странами, но все должны понять, что у Рахмонова нет будущего, да. И те страны, которые поддерживают Рахмонова, поверьте, они будут вызывать, если не ненависть, то неприязнь большинства населения Таджикистана. И, конечно, мы понимаем, что наша судьба, да, судьба нашего народа, прежде всего, в наших руках. Если мы будем стремиться, если мы будем объединиться, да, если мы будем сопротивляться, то, может, мы самим удастся сменить Рахмонова, сменить власть, да, там, на этих президентах привести другого человека. Но мы понимаем, что Рахмонов всякими правдами и неправдами хочет найти поддержку извне, потому что он никогда не делает ставку на собственного народа, ему наплевать на мнение народа. И он, власть, которая не зависит от собственного народа, она вот так наглеет, она будет всегда делать ставку на чужие штуки, на чужую поддержку, он никак не на собственный народ. А вот какова роль российской военной базы в Таджикистане? То есть, если, например, будет какое-то обострение, может Россия поддержать в какой-то экстремальной ситуации Рахмона, или они не будут вмешиваться? Как вообще вот это вот? Какова роль этой военной базы? Ну, мы понимаем, что все время как раз вот эта база, которая раньше называлась 201-я дивизия, да, там, она преобразовалась в базу. Они как раз на их штыках Рахмонов пришел к власти. И неоднократно за эти 20 лет, когда были какие-то там кризисные ситуации, всегда 201-я дивизия, вот военная база российская, была на стороне Рахмонова. Но потом какое-то время произошло такое охлаждение отношений между Москвой и Душанбе. Но сейчас, если сказать вот конкретно сейчас, очень трудно сказать, потому что в России понимают, что у Рахмонова нет будущего, да, что Рахмонов это уже, что Таджикистан не состоявшееся государство. Они понимают, что у Рахмонова нет поддержки народа, да, самое главное. Но с другой стороны, Россия
никогда не было вот такой четкой, ясной политики, да. Вот у них в скамье запасных не было людей, на которые они могли делать там ставку, да, люди, которые имели бы авторитет и так далее. Есть группа лоббистов, да, у Рахмонова, которые постоянно лоббируют, да, интересы Рахмонова таким образом. Они за большие деньги, я не знаю, за коридор в этот перевозке там героина или просто за банальную взятку поддерживают Рахмонова. Это они могут постоянно будут писать высшему руководству России о том, что вот Рахмонов там сукин сын, да, вот это известная фраза, но наш сукин сын, да. Или другое, это они пугают всех там исламистов, да, что если уходит Рахмонов, то приходят какие-то, я не знаю, там страшные исламисты, ученики там Бин Ладена. Хотя это неправда, да, хотя этого нет. А есть вообще вот исламская угроза внутри Таджикистана? То есть насколько она вообще развита и насколько она такая, ну, уже принимает размер опасности, или это просто верующие, так сказать, и власти просто называют их исламистами? Знаете, пока говорит о том, что вот есть какая-то угроза, да, перехода к власти там каких-то экстремистов, там фундаменталистов, да, или там каких-то радикальных движений, пока еще нет. И слава Богу, этому помогает прежде всего вот таджикское духовенство, да, вот, известные богословие и, естественно, Исламская партия Возрождения Таджикистана. Да? Это партия очень продвинутая партия, современная партия, вот, партия, которая понимает реалии современного мира, и партия, которая, естественно, она выступает против экстремизма, радикализма и хочет придать на самом деле исламу такой облик, который эта религия заслуживает. Да? И знаете, когда какой-то западный политик или западный, допустим, эксперт, да, говорит с такой ненавистью об исламе, его можно понять, да, это может незнание, да, это влияние пропаганды. Но президент страны, 99%, которые, да, являются мусульманами, да, там, последователями ислама, когда он пугает весь мир исламом, да, и оскорбляет ислам, оскорбляет верующих, оскорбляет собственный народ, вот, это, конечно, нонсенс. Это может только Рахмонов. Но угроза, что могут прийти там ученики, там, допустим, того же Талибана, вполне реально. Если Рахмонов еще будет 3-4 года останется у власти, естественно, следующим президентом Таджикистана будет действительно какой-нибудь человек типа вот Бин Ладена или Мулла Умара из этой серии. Почему? Потому что люди больше не верят, да, там, в семейные власти демократическим путем, в семейные власти путем выборов. И я вот неоднократно говорил, что эти выборы для нас последняя битва за демократию, за достойную жизнь, да, последняя битва за то, чтобы изменить ситуацию в стране. А по-другому, другой альтернативы нет. Там, где, знаете, вот это радикальные организации, вот, они появляются там, где нет свободы, там, где нет демократии, там, где всех давят, да, там, где спецслужбы издеваются над людьми. И когда человеку запрещают идти на митинг, он идет в партизаны. Да, грустная перспектива. Хорошо, то есть Россия, получается, еще не определила свое отношение. Какая позиция Узбекистана? То есть это же ваш как бы, самый ближайший как бы, сосед, да, и сосед, и партнер. Конечно, вот Узбекистан, это они наши соседи. В Узбекистане живут много таджиков. Ну, и у вас Таджикистане там узбеков, очень много узбеков, да. Это два народа, которые, знаете, вот это может быть очень редко, когда вот так все вмешано, и традиции, да, там, и вот опыт совместной жизни. И действительно это уникально, да, уникальная ситуация. Но Рахмонов успел испортить за эти 20 лет правления и отношения с Ташкентом, и отношения с узбеками, да.
когда Рахмонов ведет такую антиузбекскую пропаганду, это, знаете, вот, очень страшно, да, он не думает о последствиях, он не думает о том, что вот эти дети, да, это молодежь, которая воспитана на таком, на такой пропаганде, да, на такой риторике, кем они потом станут. Вот. Я думаю, что новая власть в Таджикистане, да, там, которая переходит после Рахмонова, прежде всего должны иметь очень хорошие отношения с соседями, да, и с Узбекистаном в том числе. Я тоже об этом много раз говорил. Для нас Таджикистану выгодно иметь хорошие отношения с Узбекистаном. Это дороги, это коммуникации, да, это огромный рынок, который всегда раньше использовали таджики. На любом рынке, там, Бухари, Самарканда, Ташкента, можно было увидеть таджиков, которые там продавались, там, свои там яблоки, груши, картошку и так далее, да. Сейчас такого уже нету, да? Нет, конечно. Сейчас визовый режим между Узбекистаном и Таджикистаном. То есть так вот просто с товаром не поедешь, не поторгуешь? Абсолютно нет. Там, да. Ну, можете представить, да, там вот два брата, да, там, вот, или две семьи, или две сестры, которые не могут друг другу через двор должны, я не знаю, проходить эту унизительную процедуру получения визы. Во всем этом, знаете, вот могут меня обвинять в непатриотизме, да, именно виноват президент Таджикистана Рахмонов. Потому что он позволяет себе оскорблять, знаете, когда он оскорбляет власти Узбекистана, да, там, президента Узбекистана, министра Узбекистана, это одно дело. Когда он критикует целый народ, да, когда он издевается над целым народом, когда его вот эти, знаете, вот, пропагандисты, да, ведут антиузбекскую грязную, противную пропаганду, вот таким запахом, знаете, вот, национализма, это страшно. Понятно, понятно. Ну, такая общая картина получается мрачноватая, да? Положение дел у вас в Таджикистане? На самом деле ситуация очень мрачная, очень тревожная. И, естественно, знаете, вот диктатура, она никогда просто так не уходит, да, там. Это, если взять вот историю, мировую историю, мы видим, что чем все они заканчиваются, да. Это не только трагедия для этих диктаторов, да, но и зачастую трагедия для народа. Поэтому, конечно, мы пытаемся достучаться, да, там, до мирового сообщества, хотя мы понимаем, что им до нас нет дела. Мы пытаемся включить политиков, мы пытаемся встречаться в разных политических салонах мира, вот в том числе в Европе, да, с тем, чтобы немножко изменили отношение к людям, к правам человека, к демократии, вот, о котором они очень много говорят. И в том числе вот, у меня позавчера была встреча с очень известными политиками, да. Я там говорю, что часть вины и часть есть часть вины в том, что происходит в нашем регионе, в том числе в Таджикистане, и их вина, да. Потому что вот, таджикская власть, она полностью зависит от зарубежных кредитов, да, там. Если все-таки Рахмон сейчас остается, да, какие основные риски, какие основные проблемы будут перед страной, как вы их видите? Если Рахмонов останется еще раз у власти, во-первых, мы будем стараться, чтобы не давать ему оставаться у власти. Ну, это да. Я думаю, что да, вот, день выборов это будет такой час X, да, для таджикского общества, для таджикской политической элиты, для гражданского общества Таджикистана. Если люди будут защищать свои голоса, если будут требовать, да, пересчета голосов, если будут люди контролировать свои голоса, то есть какая-то надежда, да, что... Насколько это реально, Джон, что люди выйдут, что люди будут требовать?
А что, так сказать, что будут предпринимать какие-то активные действия против? И знаете, я надеюсь, что вот такое настроение, да, там, что так дальше жить нельзя, это можно вот эту фразу вот, услышать в разные места от разных людей. Это во-первых. Во-вторых, люди уже устали. Люди устали от беззакония, люди устали от беспредела, люди устали от того, что их постоянно обманывают. Люди устали от того, что вот в течение 20 лет им читают одну и ту же сказку, да, что завтра будет лучше. Но люди завтра наступает, лучше не становится, да? Совершенно верно, да. Люди хотят жить сегодня. А вы сказали, вот Рахмон там накопил там даже в кэше наличными 5 миллиардов, допустим, да? Ну, я не знаю, там 5, не 5. А вот вроде Таджикистан не очень богатая страна. Откуда такие деньги, так сказать? Откуда он, с каких, так сказать, статей дохода, откуда он черпает ресурсы и получает деньги в Таджикистане? Во-первых, за эти 20 лет все то, что было в Таджикистане, все то, что можно было продать, он продал, да? Во-вторых, это кредиты, которые не воруют. Это деньги от наркобизнеса. Огромная сумма, кстати, идет от наркотиков, да? Таджикистан стал таким синдикатом. Вот. То есть наркотрафик контролируется, да? Да. И не побоюсь этого слова, и могу уверенно сказать, что главным наркобароном в Таджикистане сейчас является сам Эмомали Шарипович Рахмонов. Главным наркобароном. Потому что все под их контролем. Если помните, на границе между Таджикистаном и Афганистаном стояли российские пограничники. Да, было, да. Тогда был какое-то, знаете, вот столкновение интересов, да, там друг друга боялись, не так открыто занимались этим всем. Но теперь она, после ухода российских пограничников, полностью наркобизнес находится под контролем Рахмона и его семьи. Но это же больше такой транзитный трафик, да? Это даже транзитный, да? Ну, для Таджикистана же не сильно свойственно потребление таких вот тяжелых наркотиков. Конечно, вот последние годы это явились там, да, наркоманы, те люди, которые там уже больны этим, но в основном Таджикистан занимается транзитом. Потому что, знаете, хорошие отношения там с Афганистаном, да, там с афганцами, это общая граница, которая может, там, допустим, если закрывать глаза, то все это дальше, да, вот, получать миллионы за кусочек земли или за одного маленького коридора для наркобаронов можно получать огромные деньги. И у Рахмонова такая установка, да, своему окружению, что в Таджикистане не появились богатые люди. Он считает, что если появляются богатые люди, то у них потом появляются политические дурные амбиции, мысли. мысли, да. Он будет думать о демократии, о свободе, там, о правах человека и так далее. Он так считает. Поэтому для него очень важно, чтобы все, абсолютно все в республике контролировать. От платного туалета до любого другого бизнеса. Джон, а что вы все-таки оппозиция будет сейчас делать? То есть вот вы такую картину мрачную нарисовали Таджикистана. Что вы делаете, что другие члены оппозиции делают? Так сказать, есть хоть какая-то перспектива? Во-первых, самая лучшая вот, перспектива, о которой я могу сказать, да, это понимание, что мы все должны объединиться. Это объединение фактически идет, да, осталось объединение только объявить. Происходили консультации лидеров почти всех влиятельных партий, движений, да, и это первая надежда. Второе, в Таджикистане очень много зависит от мнения таких личностей, да, авторитетных людей, которые, допустим, если в день выборов скажут, что там голосуют за того-то или не голосуют за того-то. Ну, наверное, не в день выборов, там день тишины, наверное, чуть-чуть заранее, да? До выборов. Скорее всего, во время вот, подготовки к этим выборам. Да, эти люди тоже понимают, что надо объединиться и выставлять одного кандидата. Поэтому надежда есть, надежда умирает последней. И я больше чем уверен, что вот на этих выборах нашу страну, вот Таджикистан, ждет перемены. Если это не будет происходить путем, значит, в тот же день, когда происходили выборы, но после выборов, я думаю, что в Таджикистане может быть, я не говорю, что
это будет осенью, да? Мы вот вчера с ребятами поговорили, подумали, что это будет не арабская весна, да? Это будет осень Рахмонова. Вот этот осень, который мы ждем. Это будет очень горячая осень. Горячая осень. Да. Ну, я желаю вам удачи вот в вашем нелегком деле, Даджон. Спасибо большое, что вы нашли время, подробно ответили на мои вопросы. Спасибо большое. И вам большое спасибо.